все школьное образование должно быть построено таким образом, чтобы воспитать в детях не просто любовь и уважение к живой природе, но и вызвать у них потребность в служении этой природы. Мы привыкли воображать о себе как о человечестве, что мы являемся господами природы, вообще господами на этой планете. И в этом все наши беды, беды нашей цивилизации. И мы сейчас в шаге от гибели, от катастрофы, которая в конце концов постигнет человечество, причем не слишком через долгое время, а оно непременно постигнет человечество, если оно не изменится кардинальным образом. И именно в том направлении, что оно из господина природы, чем он себя вообразил, этот человек, должен превратиться в преданную слугу природы. И вот в этом именно должно быть одно из основных содержаний воспитания детей в школе. Потому что именно оттуда начинаются вот все те установки, которые в дальнейшем становятся основой поведения людей и поведения всего человечества. Уже в мире постепенно зреет понимание того, что мы уже находимся, положим, на пути к тому, чтобы на Земле уже разрушить последние, так сказать, основы своего существования. А в среднем за несколько сот лет существования современной техногенной цивилизации, то, что мы называем научно-техническим прогрессом, на Земле потеряно для живой природы, в целом на Земле, более 60% территории. Это идет невероятное опустынивание территории Земли. И самое большое опустынивание до 80, до 70 с лишним процентов на как раз в африканской территории, на Ближнем Востоке и так далее. И вот сейчас в мире происходят очень жесткие социальные конфликты, военные конфликты и все прочее. И центры их как раз находятся на этих территориях, где максимально разрушена природа. Вот сейчас вот огромные тучи беженцев появляются. И говорят, что это вот результат там различных войн, различных социальных конфликтов, религиозных конфликтов и прочих всяких вещей. Да, это так, действительно. Но исток, начало, то, что запустило вот эти конфликты, это прежде всего экологические катастрофы, которые переживают вот все те страны, в которых появляются эти конфликты. Это раз. Вот, и нужно это понимать. Мы начинаем бороться с последствиями, и когда видим эти последствия, ищем ближайшую причину. Ближайшая причина, это конфликт социальный, там различные, и религиозные, и все прочее. И вот с этим надо бороться. Нет. Исходное все-таки разрушение среды, не просто среды обитания человека, а разрушение биологических основ существования человека, биосферных основ существования человека. Потому что ничто
кроме естественной природы, естественной среды обитания, не может удержать человека на планете. И вот сейчас тоже идут всякие разговоры, мифы, что вот какие-то инопланетяне прилетают, или же мы вот скоро станем инопланетянами, заселим Луну, Марс, или же какие-то космолеты изобретем, и там будем жить. Ни черта подобного. Человек производная, каким бы он там себя не воображал, он все-таки биологическое существо и производное одного типа биосферы, современного типа биосферы, это цветковая биосфера. Если даже биосфера как-то сохранится, но изменит свой тип, как изменила эта биосфера свой тип при переходе от биосферы, поддерживающих динозавров, то была биосфера голосеменных, сфагновых, мхов, лишайников, папоротников, все прочее. Так вот, динозавры, тоже вот этот миф идет, что динозавры вымерли, что там комета врезалась и всякая другая там ерунда. Да, кометы без конца врезались в нашу планету, но это все выдумки. Может быть, комета и ускорила, или астероид, неважно, что там, к чему приписывает. Но перед этим стал происходить процесс смены одного типа. То есть это сами динозавры съели основу своего существования. Вот мы сейчас тоже те самые динозавры, которые съедаем свою основу существования. И если исчезнет или перестроится биосфера цветковая на какой-то другой тип, то нас здесь ничто не спасет. И никакие космолеты, нигде мы нигде не выживем. Ни на Марсе, нигде. Потому что туда надо перетаскивать всю биосферу. Другого просто основания существовать во Вселенной у человека нет. Главное, чему мы должны научить детей, это вот понимать, от чего зависит вообще существование человечества. И создавая среду благоприятную для жизни школьников, мы должны создавать не просто среду, но и такое мышление, которое должно, так сказать, действовать в том направлении, чтобы эта среда, благоприятная для человека, а соответственно благоприятная для всех живых существ, создавалась в масштабах всей планеты. Короче говоря, главный девиз нашего, так сказать, воспитания, обучения – это научись быть слугой живой природы, дикой природы. Потому что у нас такая привычка диким называть то, что, видите ли, не доросло до уровня человеческого восприятия как чего-то полезного. На самом деле именно и только дикая природа и есть основа существования человечества.